Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги, все те, кто подключились, кто сегодня готов работать. Наша тема сегодня заявленная была на вебинар. Это анализ альтернативных методик по дополнительной коммуникации для педагогических работников образования организации Республики Коми родительской общественности. Сегодня такая ситуация сложилась, что основной спикер Юркова Ольга Викторовна, старший методист Центра психолого-педагогического сопровождения, приболела, поэтому вся информация будет дана мной, Зуевой Ларисой Владимировной. И что я хотела бы вам рассказать. Вы, в свою очередь, можете готовить вопросы, задавать, потому что я расскажу те диагностики, которые используются в нашем учреждении. Работаю я в детском саду номер 8 города Сыктывкара с разными детьми. То есть у нас большое количество деток, которые бывают и безречевыми, бывают частично, да, то есть с разными сложными взаимодействиями. Какие диагностики проводим мы конкретно, как, я, например, получается, как педагог-психолог, с которыми хотели, чтобы я вас познакомила. Вы, наверное, все прекрасно знаете, это методика психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей раннего возраста 2-3 лет. Это волшебный красный чемоданчик, методика Стребелевой. У многих на самом деле есть такие, я знаю, что в коррекционных детских садах такие чемоданчики. Многие психологи сами приобретают. В этом случае, опять же таки, да, что в наличии этого чемоданчика есть. Первое, наверное, самое это расскажу и покажу. Вот он у меня живой такой, настоящий. Это карточки, которые предлагаются для деток. Матрешки. Все, что мы используем, да. Цветные кубики для сличения, для найди и повтори. Модифицированная ситуация с машинкой, с веревочкой. Также замечательные у нас здесь пирамидки, видите, сложены не совсем верно, потому что использовались. Вот. Таким же образом деревянные коробочки. Вот тут, может быть, видно будет. То есть, да, посмотрите внутри с крышечками, шариками. Дальше разбирать не буду уже, показывать. Точно так же присутствует у нас вот такая штучка, да? Дорожка, по которой мы отправляем шарик, веревочка, ну и все элементы, что предполагается по методике. Но думаю, что вот это вот уже не настолько важно, да, потому как все работают с этой методикой, все ее знают практически. И если вдруг у нас вопрос какой-то спорный, да, в диагностике, то мы начинаем возвращаться все ниже и ниже по уровню развития и начинаем рассказывать и смотреть, что же у нас подходит. В данный чемоданчик очень удобно, есть сама методика, полностью расписано все инструкции, все задания, что в наличии присутствует. Так, такие же предлагаются бланки. Смотрите, готовый бланк, карандашик, то есть полностью комплект. Он подходит для дошкольного учреждения в оптимальном режиме. На самом деле, как бы с учетом наших индивидуальных особенностей деток, когда у нас детки очень часто карточки изучают, берут в рот, да, могут попробовать так-сяк по-разному, могут помять, то в этой ситуации я на самом деле перешла на диагностику другого автора и сделала все карточки, заламинировала. Сейчас я вас познакомлю, потому что для меня это более удобный вариант. Вы можете этим пользоваться, можете на самом деле выбирать самостоятельно, что вам больше подходит. Для меня вот очень удобно эта диагностика, экспресс-диагностика в детском саду Павлова Руденко. Она тоже рассчитан, комплект предназначен для экспресс-диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста. Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, произвольность, особенности личности сферы. Материалы структурированы по возрастам. Вот что самое удобное, что на каждый возраст, вот у меня, смотрите, здесь лежат папочки, они у меня вот то, что используется в моей жизни, в реальности. Я разложила на вторую младшую, среднюю, старшую подготовительную. У меня здесь в наборе есть на каждый возраст диагностическая карта, которую я заполняю. Вот, например, такая. Да? Я могу
что-то двигать, что-то расширять, то есть она у меня в электронном варианте, вот старший возраст. То есть на каждый возраст есть своя готовая диагностическая карта по всем субтестам, которые мы проводим. Вот вторая младшая. И вот таким вот образом, заполняя все, мы видим уже, что у нас получается в картине по развитию, по возрастному развитию, по сути. Что у нас у ребеночка западает, либо где-то очень хорошо, где-то нужно спускаться. Если мы, например, по возрасту видим, что у нас ребенок в дошкольном учреждении, возраст его, например, 5 лет, проводим диагностику, и выявляется, что совершенно никак не можем собрать информацию. То есть ребенок не схватывает инструкцию, да, не понимает, что вы от него хотите. Тогда мы берем на уровень ниже, да, то есть на возрастной уровень ниже, пытаемся там. Зачастую, вот если говорить все-таки про альтернативные методики, то в ситуации, когда ребенок без речевой, почти все методики диагностические сопровождаются речевой инструкцией. В варианте моих, да, диагностик детей без речевых очень много. Поэтому, если ребенок владеет хотя бы, переносит тактильные ощущения у него не блокируются, да, и он переносит все, то есть он может потрогать карточку, я ему пытаюсь жестами показать. Если он знает жесты взрослого уже, да, то в принципе мы можем часть диагностики выполнить таким образом. И в примечании я фиксирую для себя о том, что ребенок не говорит, но делает правильно. То есть он понимает, что он выполняет, какое задание. То есть он меня слышит, да, а выразить сам не может. Есть варианты, когда, например, ребенок не понимает мои инструкции. Я ее пытаюсь по-разному. То есть если, допустим, инструкция в подготовительном возрасте идет такая объемная, сокращаю, иногда бывает до 2 слов. В плане того, что дай, покажи, ну, там, до 1 слова. То есть простая совершенно инструкция для того, чтобы увидеть понимание у ребенка, чтобы он не выполнил это задание. Вот. Вот такие вот карточки у меня заламинированные. Вот это в подготовительном возрасте. У нас сложение, да. Опять же таки, сначала ребенок должен сказать, что он здесь представляет, и потом уже складывая, определить, правильно ли мы догадались, да. Такого рода. Все заламинировано, потому что варианты наших диагностических работ, честно говоря, бывают в плачевном состоянии. Поэтому, учитывая, конечно, еще зрительные анализаторы, кому-то можно дать заламинированную карточку, а кому-то на самом деле она не подходит. Тогда тут выкручиваемся по-другому, подбираем материал конкретно под каждого ребеночка. Вот. Это я вам вкратце рассказала, что я пользуюсь на самом деле по возрастам. Это диагностика, экспресс-диагностикой Павлова-Руденко. Сессия занимает обычно за один раз, редко когда можно полностью провести диагностику, потому что в ситуации, когда детки истощаются, когда устают, лучше разбить на несколько раз, потому что так интереса не сильно много присутствует заниматься той игрой. То есть насколько ребенка хватает, настолько мы его и пытаемся по-разному, да, посмотреть, а что у нас вообще хорошо, что у нас западает, что мешает и каким образом тогда в этой ситуации действовать. На самом деле, когда не получается собрать информацию, а это бывает зачастую как раз с неговорящими детками, в этом случае я рекомендую, ну всем, наверное, рекомендую, да, для того, чтобы определиться, что с этим делать, необходимо, наверное, все-таки просмотреть и пронаблюдать. То есть в данной ситуации самое главное для нас диагностика — это будет наблюдение за этим ребенком. В условиях детского сада, в разные режимные моменты, в разных ситуациях. При этом наблюдении мы как раз можем, наверное, отследить те каналы восприятия, которые работают у этого ребеночка. С какой стороны мы зайдем, да, каким образом мы будем действовать, переносит ли он тактильные какие-то ощущения, будет ли он трогать, либо у него, допустим, какие-то каналы заблокированы, слышит он нас, воспринимает, обращает ли на нас внимание. То есть мы через ту зону интереса ребенка пытаемся зайти и что-то про него узнать. Я так думаю, что если мы найдем вот эти точки соприкосновения, тогда через эти каналы мы будем в дальнейшем формировать занятия, да, для того, чтобы, установив контакт, пытаться ему помогать общаться, развиваться,
наверное, вступать в ту коммуникацию, которую необходимо в учреждении. И не только в учреждениях, конечно, мы же привлекаем особенно еще и родителей, для того, чтобы и родителям было легче, потому что родители тоже не знают, как взаимодействовать с ребенком, потому как привыкают просто в той атмосфере, находясь дома, зачастую не пользоваться речью. Вот. Поэтому, почему еще выбрала Павлова Руденко? Потому что, в принципе, все диагностические моменты пересекаются со Стребелевой. Вот, потому как здесь собрано все. И вот дополнительно вот еще плюс печатный вариант есть. Для использования мне вот это вот достаточно хорошо помогает. И поэтому я на самом деле рекомендую для экономии времени и для достижения результата, чтобы уже определиться, что и как. Это, конечно, вот такой вариант. Буду рада, если это вам поможет. Еще хотела бы сказать о том, что у нас на самом деле, кроме наблюдения, да, которое у нас есть, мы протоколируем, фиксируем с ребеночком не говорящим, конечно же, взаимодействуем со специалистами, это комплексная работа, с родителями, для того, чтобы выяснить, что ему подходит, как лучше для ребенка, наверное, создать условия. И в этом случае специалисты наши, логопеды, дефектологи, это обязательно совместное сотрудничество по определению того, каким образом строить в дальнейшем работу комплексно. В ситуациях, когда в детском саду присутствует только один специалист-психолог, да, и прописано ребенку в заключении, тому же самому, может быть, не говорящему, да, прописано в заключении только дефектолог, например, да, и психолог совместно, нет другого специалиста. В этой ситуации на самом деле уважаемым родителям скажу и администрации, то есть создавать, искать возможность работы не одним с психологом, да, потому что психолог не может заменить дефектолога, не может грамотно выстроить, настолько грамотно эту работу. В ситуации, когда один психолог, ему приходится с этим взаимодействовать, ищите совместно специалистов, которые могут вам помочь, сотрудничайте, взаимосвязь держите. Потому что сложно на самом деле четко взять ответственность на то, как я вижу, как я представляю. То есть проговорить мы можем, обозначить ситуацию мы можем, создать условия примерные мы можем, да, но все-таки хотелось, чтобы вы все-таки работали комплексно. Может быть, сейчас условия вот этих дистанта есть, обращаться за помощью к специалистам, которых вы знаете, и совместно принимать решения. Но уважаемым родителям сразу скажу, что психолог не может заменить дефектолога. Поэтому, если у вас такой вариант прописан, то на самом деле в дошкольном учреждении нет дефектолога, но есть зато на разных консультационных центрах, есть в разных площадках, где присутствуют такие специалисты. У вас в заключении прописано, значит, вы можете получать данные услуги. И поэтому это все зависит от вашей активности для того, чтобы вы смогли определиться и решить этот вопрос для себя. Так, еще хотела я показать диагностический материал. Вот еще одна у меня есть волшебная такая сумочка. Тест Векслера для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-6 лет в адаптации Ильиной. Методическое руководство. Вот конкретно методическое руководство, которое присутствует. То есть для определения интеллекта. Все знают Векслер, который проводится после 8 лет. Для определения интеллекта ребенка, да, и если какие-то затруднения, есть четко определиться, в какой конкретно находится ситуации, да, ребеночек, как ему дальше учиться и как помогать. У нас вот дошкольный адаптированный вариант. Что здесь присутствует? Здесь есть и кубики, покажу все карточки, да, то есть тоже такое можно для себя приобрести на учреждение. Недостающие детали. Вот такие методики мы делали кустарным способом, я помню сама, да, то есть не хватает руки, определяем, да, что тут не хватает, ищем, просматриваем. Здесь все сделано на карточках. То есть это печатный вариант, качественный получается. Вот. То есть на самом деле вот эти вот карточки все готовы. Это, конечно, очень хорошо и удобно. Оценка результата субтеста геометрические фигуры. Здесь вот оценка, да, то есть мы можем сравнить. Так, вкратце покажу. Не знаю, удобно вам видно, не видно. Надеюсь, что все видно. Вот. Следующий блокнотик у нас таблица перевода баллов в шкальную оценку. Это в самом конце, мы когда получаем полностью результаты, которые фиксируем в бланках. Бланки у меня тоже здесь есть готовые.
Оригинальные бланки я стараюсь не использовать, для того, чтобы они были у меня в сохранном виде. Я делаю ксерокопию. Вот. Смотрите, в жесткой форме. Это конкретно бланки, куда мы все фиксируем. Вот. Регистрационные листы с двух сторон. Поэтому, когда все выполнено, вы можете из сырых баллов перевести вот как раз в той табличке, которую я только что показывала. Еще здесь есть арифметический блокнотик. А только после того мы уже конкретно оцениваем, да, переводим. Арифметический блокнотик, смотрите. Угу. То есть все определяется по возрасту, это сложность заданий, да, начинаем мы с простых заданий, которые несколько, и с возрастом все больше и больше выполнения заданий. Так. И вот такая вот у меня доска есть. Она, оказывается, видно, наверное, надеюсь, да? То есть, в принципе, мы определяемся. Вот ступени еще у нас дополнительно цветные. Деревянные. 8 штучек. И точно так же деревянные у нас собирать рисунки. Квадратики. Чисто белые, красные. Да? И вот здесь уже с половинками. Достаточно удобно материал использовать, опять же таки, для определения интеллекта. Но зачастую, на самом деле, да, в дошкольное учреждение, когда мы приходим... также есть еще, кстати, диск. То есть можно заводить все, вкладывать в ноутбук и работать еще там. То есть все фиксировать, получается, там заполняете и полностью это сокращает ваше затруднение по поводу того, что если вы будете все писать. То есть экономит время. Вот что хотела сказать. И в конце, сейчас покажу, таблица перевода баллов. Вот каждая табличка, она как раз помогает нам. Получается 10 заданий, и они делятся на 2 блока. Опять же таки, да, если мы говорим про альтернативную коммуникацию. Не совсем подходит данный диагностический комплект, если у нас ребенок безречевой. Поэтому, что мы можем? Проверяем, фиксируем, если ребенок не сопровождает речью, а почти каждый субтест или тест, который мы проводим с ребенком, да, предполагается, чтобы он либо повторил, либо сказал, либо узнал. Да, то есть знание его у нас в основном через коммуникацию. Мы выявляем, где сложности возникают. Какие здесь вербальные тесты? Здесь идет осведомленность, словарный запас, арифметические сходства и понятливость. Невербальные – это дома животных, недостающие детали, лабиринты, геометрические фигуры и кубики. То есть, в принципе, опять ситуация складывается такая, что полностью, целиком взять мы не можем данную диагностику. И в этой ситуации мы опять сходимся к тому, что нам необходимо понаблюдать за ребенком, посмотреть, как он создает вокруг себя условия, что ему необходимо, что он переносит, каким образом с ним в дальнейшем взаимодействовать для того, чтобы было ему определиться, каким образом мы будем с ним заниматься, развивать его, помогать ему выстраивать эту коммуникацию. То есть самое главное — оценить каналы восприятия, которые функционируют у конкретного ребенка. Тем более сейчас особенности развития разные бывают, поэтому в этом случае как раз почему и, наверное, выход был в большей степени к альтернативным коммуникациям. То есть если ребенок не пользуется речью, у нас есть такие моменты, когда дети могут говорить, но они не хотят говорить, да, то есть они могут произносить, как могут говорить, произносить что-то, да, как-то достаточно четко звуки, но не говорят, то есть не пользуются речью, не вступают в коммуникацию. Здесь было заявлено Ольгой Викторовной как раз анализ методик, да, символы Блисса, система символов Биджет, система пиктограмм. Вкратце я не готовилась до этого этапа, потому что я думала, что у меня будут только волшебные чемоданчики, про которые я вам сегодня рассказала, да, обозначила ситуацию, каким образом я работаю с ними, что можно их использовать, каким образом в работе с детьми. Но нашла информацию, которая, в принципе, доступна для вас, и я бы хотела, наверное, чтобы недолго
вас отвлекать, да, прочитаю вам, что дети с ограниченными возможностями стремятся к самореализации. У них есть силы и желание активно включиться в социальную жизнь. Именно общее общение помогает им раскрыться, проверить себя и осознать и почувствовать вкус жизни. Альтернативная коммуникация, близ-символика для общения с людьми без речи и их реабилитации в 30 странах мира используется и как раз этот язык символов близ и близ-символика. Он носит имя своего автора, Чарльза Блисса. На сегодня близ-символика – это самый развитый язык символов. На нем пишут книги и стихи, на нем построено обучение безречевых детей, инвалидов, особых детей. Чарльз Блисс придумал его вовсе не для особых детей, а конкретно, пережив немецкие концлагеря, он считал, что все беды в этом мире от непонимания. Разные языки способствуют этому непониманию, значит, надо придумать язык, понятный всем. Так появилось символическое письмо, близ-символика. Уже гораздо позже канадские дефектологи стали использовать его в реабилитации особых детей. Метод оказался очень эффективным. Схема работы с коммуникативными картами. Для удобства общения и реабилитации придуманы коммуникативные карты. Схема работы с ними такова. Первое, это сначала с символами надо познакомиться, запомнить их. Второе, затем они помещаются на коммуникативную карту. Она пополняется по мере увеличения словаря ребенка. То есть сколько он запомнил, да, когда увеличивается потихонечку, то прибавляется и вкладывается в альбом, в коммуникативную карту. Рисунки, символы для удобства объединены в группу. Группы какие? Посуда, одежда, еда и так далее. Части речи выделены цветом. Предметы желтым, действия красным, качество зеленым. На голову особому ребенку или взрослому надевают ободок, к которому прикрепляют лазерную указку. Ее ограниченный движений и речи взрослый или ребенок может показать серию необходимых ему символов. Для обучения в общении близ-символику особые дети используют в нашей стране недавно, но эффективно. Известен случай, когда с помощью близ-символики мама и дефектолог сумели доказать медико-педагогической комиссии, что неговорящая девочка с ДЦП умеет читать. Дефектолог Беляевская описывает случай, когда юноша с тяжелой формой ДЦП вел с нею достаточно долгие беседы не только на бытовые, но и отвлеченные нравственные темы, обсуждал фильмы. Он впервые в жизни смог говорить о своих чувствах и был счастлив. Силу человеческого участия общения переоценить невозможно. Если среди ваших знакомых есть особые дети, расскажите их родителям в такой форме альтернативной дополнительной коммуникации, как язык символов близ-символика. Дополнительную информацию можно найти на самом деле все в интернете. Вот я, допустим, сегодня прошлась по сайтам, когда вот как раз узнала о том, что Ольга Викторовна сегодня приболела. Я думаю, что она эту тему, конечно, обязательно затронет и расскажет ее как раз с точки зрения логопедической помощи, да, и дефектологической помощи. А вкратце, вот по идее, как это работает. Точно так же, в принципе, в аутизме, да, при расстройстве аутистического спектра, получается, используют конкретно, как будто бы как режимы, например, да, выкладывают, как книжки, которые составляют по режиму дня, где выкладывается у ребеночка полностью весь целый день по режиму, да, что он сначала делает, что потом, что позже. Такие книжки даже сопровождаются речью, то есть такие книги сами делают родители, да, для того, чтобы ребенку ориентироваться, что в течение дня будет. Тоже используются рисунки, вот. Поэтому данная система, когда ребенок не говорит, а вам уже, вы понимаете, что может быть не будет перспективы разговора, но взаимодействовать и коммуницировать надо, а хотелось бы коммуницировать на одном языке, поэтому используется общая система, которая научают ребенка, да, и ребенок использует. Точно так же используются карточки, да, когда одна и та же карточка, есть карточка, которая используется и родителям, и ребенком, да, и научают, и ребенок подходит и показывает карточку, я хочу вот это, да, обозначение, там, например, показывает туалет или, допустим, еда. Поэтому у нас такой опыт уже в учреждении существует. Это должно быть 2 альбома, которые как раз есть. Один альбом у родителей дома и один альбом присутствует у нас в учреждении. Поэтому в ситуации, если вы уже принимаете решение как родители, да, и мы учитываем обязательно мнение родителей и педагогов о том, что
Если вы готовы выстраивать альтернативную коммуникацию, то нужно, наверное, выбирать ту общую систему, которая будет подходить ему не только в дошкольном возрасте, не только на уровне семьи, а, наверное, та, которая будет эффективно использоваться и в дальнейшей жизни. То есть, чтобы символы были одинаковые. Есть, конечно, альтернативные разные методики, да, то есть тут по выбору ориентироваться необходимо, когда в любом случае обучиться бы желательно, не бы, а даже желательно обучиться данной методике, потому что символы, которые присутствуют, нужно их выучить, нужно их знать, нужно уметь показывать, можно использовать карточки, да, то есть если мы выходим на конкретный уровень и берем одну систему, то желательно в этой системе иметь качественные знания для того, чтобы ее применять. Вот, поэтому зачастую, конечно, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что родители не хотят альтернативно коммуницировать с ребенком, а все ждут, когда появится речь. Поэтому данный выбор тоже присутствует. Поэтому я, наверное, сказала от себя все. Если какие-то есть вопросы, не вижу я их вопросов этих. Угу. Я еще могу рассказать немножко об альтернативной коммуникации. Мне понравилась информация, да, которую я нашла для сегодняшнего как раз вебинара. Вот как раз есть такая хорошая статья «Использование средств дополнительной и альтернативной коммуникации в работе с детьми с особенностями психофизического развития». Для большинства детей с тяжелыми множественными нарушениями психического и физического развития затруднен контакт с окружающими их людьми. И это правда. Это мы наблюдаем уже очень часто и много раз. Отсутствует возможность сообщить вербально о себе, о своих потребностях, интересах, чувствах и переживаниях. Следовательно, они не получают радость от общения. Поэтому одна из важнейших задач в работе с данной категорией детей состоит в обучении их доступной системе коммуникации с целью нормализации жизнедеятельности в социуме. В мировой практике успешно используется дополнительная и альтернативная коммуникация, которая способствует расширению коммуникативных возможностей как детей, так и взрослых с особенностями психофизического развития. Система включает в себя нетрадиционные способы общения с помощью невербальных средств, которые замещают отсутствующую или дополнительную, недостаточно сформированную словесную речь. Использование средств дополнительной альтернативной коммуникации с так называемыми безречевыми детьми наиболее детально рассматривается, например, на АС-средствах. Выделяют две группы средств дополнительной и альтернативной коммуникации. Первая группа представлена оптико-кинетическими невербальными средствами, которые свойственны каждому человеку и не требуют дополнительных специальных приспособлений. К данной группе относятся, что мы как раз и используем, это мимика, выражение лица, и пантомимика, да, телодвижения и жесты. Вторая группа включает в себя специальные приспособления и устройства, предназначенные для коммуникации. К ним относятся предметы, их части, миниатюрные копии, графические символы, фотографии, картинки, символы коммуникации, пиктограммы и технические средства коммуникации, коммуникаторы. Рассмотрим некоторые из них. Коммуникация с помощью жестов чаще всего используется как средство коммуникации для нормально слышащих людей. Слышащих людей с умственными нарушениями. Наиболее известными средствами, в основе которых лежат жесты, является система Макатон. Вот мы на самом деле имели такую возможность чуть-чуть обучиться, познакомиться с данной системой, потому что сложности как раз испытывали наши специалисты с неговорящими детьми. И опять же таки, не каждый может выполнять, и вся система Макатон, она имеет свою символику, да, свои образы. Они могут не совпадать с какими-то другими методиками, которые используют свои символы. И в данной статье как раз проговаривается о том, что каждая эта система, она с учетом именно той местности, да, того, наверное, менталитета, где проживает конкретно та часть детей, или, можно сказать, там, наверное, кто выбирает, они прям под себя и подстраивают. Да, то есть они обозначают только отдельные ключевые слова и подбирают индивидуально и обозначают только отдельные ключевые слова каждого безречевого ребенка в соответствии с его интересами и потребностями. Для того, чтобы жесты можно было соотнести со словами и быстрее запомнить
Их изучают и закрепляют в ситуациях, которые имеют для пользователя определенное значение. Например, жест «кушать» целесообразно вводить перед приемом пищи. Хотя вот вроде как будто кажется, что это все понятно, да? Коммуникация с опорой на жесты является самой распространенной системой, поддерживающей общение с безречевыми детьми. В основе данной системы находятся естественные жесты, используемые каждым человеком на определенном этапе его коммуникативного развития. Все жесты объединены в ситуативные блоки. Социальное взаимодействие, гигиена и уход, и питье, и еда, одежда, обувь, эмоции, ощущения, и семья, и люди, игра, и занятия, явления природы, действия и трудовые операции. Коммуникация с помощью тактильно воспринимаемых символов. Тактильно воспринимаемые символы могут быть представлены реальными предметами, их частями и миниатюрными копиями. Как правило, они используются при умеренной или тяжелой степени интеллектуальной недостаточности, которая сопутствует нарушениям зрения. Реальные предметы, применяемые как средства, могут быть идентичными, подобными или ситуативно связанными. Например, идентичным символом для ситуации «пить чай» может стать чашка, полностью соответствующая реальной чашке, из которой обычно пьет ребенок. Подобным символом может стать чашка другого цвета, формы и величины. Ситуативно связанным с реальным предметом символом может стать пакетик чая. В некоторых ситуациях более практичным оказывается применение миниатюрных копий или частей предметов. Использование тактильно воспринимаемых символов позволяет визуализировать распорядок дня или сигнализировать пользователю о предстоящей деятельности: рулон туалетной бумаги, желание посетить туалет, ложка кушать. Их использование придает смысл происходящему и создает атмосферу ожидания. Коммуникация при помощи графических средств. Существует множество графических систем. По степени абстрактности различают наборы картинок и наборы символов. К наборам картинок относятся картинные символы коммуникации. Это пиктограммы, система Макатон и другие. Картинные символы коммуникации представляют собой цветные или черно-белые изображения, опять же таки в соответствии с той системой, которую вы выбираете. Разработанная американская компания Майер Джонсон, основная библиотека картинных символов коммуникации, насчитывает примерно 5000 символов, относящихся к категориям люди, животные, растения, транспорт, календарь, погода, здоровье и тому подобное. Данные графические изображения помогают людям, имеющим значительные ограничения в общении, выражать потребность в коммуникации, сообщать о своих желаниях, переживаниях, самочувствии, понимать последовательность событий и действий повседневных, рутинных, овладевать основным языковыми структурами. Пиктограммы представляют собой 1000 белых изображений на черном фоне, сопровождаемые подписями и включающие знаки взаимопонимания качества действий, состояния здоровья, личной гигиены, эмоциональных состояний, чувств, пространственных отношений, игр и занятий. Система Метаком разработана отцом немецкой девочки Меты, страдающей аутизмом, и представляет собой легко узнаваемую символическую коллекцию черно-белых и цветных графических изображений, разделенных на жизненно необходимые лексические темы, приемы пищи, посещение обязательного образовательного учреждения, прогулка, режимные моменты. Особенность данной системы состоит в том, что в ней есть несколько вариантов графических изображений для обозначения одного и того же понятия. Это связано с тем, что для одного ребенка с понятием, например, школа, связаны одноклассники и учитель, а для другого ребенка многоэтажное здание или школьный автобус. Среди наборов символов наиболее часто используемыми является система Ребус Великобритания, система Bliss Канада, система ЛЕП Германия. Они так и называются, вот эти вот все системы, прям по названию разработчиков, я так предполагаю. Ребус-символы разработаны компанией Widget. Данная графическая система коммуникации включает черно-белые цветные картинки, распределенные по следующим группам. Опять же таки, да, семья, предметы повседневного обихода, предметы, учреждения, больница, поликлиника, магазины, организация по обслуживанию населения, заправка, прачечная, антонимы: большой, маленький, длинный, короткий, высоко, низко, отклонение: нет, не люблю, не хочу, не нравится. Предлоги: время, дни, недели, состояние здоровья, действия, множественное число, существительное, куклы, дети, эмоции, местоимения, словосочетания: сахарная вата, сахарная вата, все, уже заговариваюсь, апельсиновый сок, клубничное варенье. ЛЭП-система представляет собой 60 черно-белых символов, разделенных на 10 групп. Общие знаки взаимопонимания
слова, обозначающие качество, сообщения о состоянии здоровья, посуда, продукты питания, предметы домашнего обихода, личная гигиена, игры и занятия, религия, чувство работы и отдых. Близ-система – это визуальная базисная письменность, разработанная авторским химиком, философом и гуманистом Чарльзом Блиссом, о чем я в начале, кстати, говорила, в которой символы представляют значения примерные к любому языку, применимые к любому языку. Всего насчитывают около 120 ключевых символов. Выделяют следующую типологию ключевых символов системы Блисс: пиктографические, идеографические и общепринятые. Пиктографические знаки имеют конкретное значение, изображая физические проявления или внешность объекта. Идеографические и графические символы основаны на идее и представляют обычно абстрактные понятия. Общепринятые графические знаки – это цифры и математические знаки, знаки препинания, стрелки в 8 направлениях, указатели стрелок в 4 ориентациях. Комбинирование ключевых символов образует новые понятия. Например, сочетание изображения, здания и письма образует новое понятие «почта». Таким образом, любой ребенок, который испытывает трудности в коммуникации, может получить радость от общения. Главное – подобрать для него оптимальное средство дополнительной альтернативной коммуникации, которое позволит ему быть понятным. То есть, вкратце, да, то есть они чем-то отличаются, все эти системы, но есть и большая схожесть о том, что, в принципе, мы делим на определенные категории, подбираем символы, которые может усвоить ребенок, да, то есть более сложный, более, наверное, легкий, простой, визуальный, знаковый, там, схематический, то есть тот, который вы подбираете, который как раз будет работать и помогать ребенку, да, в ситуации выстроить коммуникацию. Захотел ли он в туалет, если он не может сказать, он может показать карточку. И уже это облегчает понимание того, что нужно сейчас выйти, например, из какого-то мероприятия тем же самым родителям, да, и пойти в туалет. И снижает уровень аффективных реакций, которые прослеживаются, когда ребенок высказать не может. Чаще всего на самом деле проявляется у деток, когда они разговаривать не могут, это аутоагрессия или просто агрессия, потому как ребенок начинает кусать себя и может навредить себе на самом деле, потому что он расстраивается, что он не может вступить с вами в коммуникацию, да, к вам объяснить и показать, а потребности есть, потребности необходимо удовлетворять. Поэтому на данный момент у меня, наверное, для вас вся информация, да, которая существует. Конечно, про альтернативные коммуникации я все-таки предлагаю вам заслушать Ольгу Викторовну, когда она выздоровеет, надеемся на это чудо, чтобы побыстрее это произошло. А про методики, которые используются, их очень много на самом деле. Поэтому подходите к ним грамотно, используйте их грамотно. И необходимо обязательно обучаться, да, для того, чтобы иметь конкретно и понимать, как это все используется. Но все эти каналы присутствуют, да, и альтернативная коммуникация существует. Вот, поэтому желаю вам успехов. Если нет никаких вопросов, я на этом сегодня закончу. Большое вам спасибо за внимание.